Добрый вечер, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Добро пожаловать на наш прямой эфир. Сегодня я буду говорить о том, как не попасть в долгах и вообще как избавиться от них. И если вдруг вы решили, думаю, что вдруг там нуждаетесь в кредитах и так далее, как справиться с кредитами, как избавиться от этой долговой ямы, что нужно делать, чтобы вы могли реально, чтобы вы вообще не попали в долгах и так далее. Пока подключаются люди, я несколько важных вещей буду говорить. Думаю, что, возможно, вы знаком с моим историей, через чего я прошел. И были свое время, когда я был в долгах около 3 миллионов долларов. И вот получилась такая картина, что я был в долгах 174 человека, и еще 4 банках. Я хочу, чтобы коротко, в течение 2-3 минут, сначала чуть-чуть рассказать вам об этом истории, чтобы у вас было представление вообще, почему вы должны знать, как не попасть в долгах, и почему вы должны знать, как выбраться от них и так далее. Вот, в свое время я провел среднязу одного тренера, это бизнес-тренера, его звали Роберт Флетчер. Я его привез в Среднюю Азию, мне очень понравилось, я побывал в Москве в его семинарах, мне очень понравилось. И я решил, в тех годах, это было в 2007 году, и я очень хотел, чтобы создавать тренинг в индустрии Средней Азии, думал, чтобы пригласить сильных коучей, сильных тренеров, чтобы они могли помочь большому количеству людей. Я просто очень хотел, чтобы моя школа была такая платформа, такая среда, потому что я прекрасно понимал, насколько это сильно будет помогать людям. Основная задача, основная цель была именно в этом. Поэтому я пригласил, получается, его Средняя Азия, это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, до Таджикистана еще мы просто не дошли в тех годах. Вот так сложилось. И когда провели семинары, тренинги и так далее, он рассказывал о бизнес-идее, бизнес-возможности и так далее. И со сцены он, соответственно, рассказывал о инвестиционных проектах. Начали вкладывать в его проектах инвестиции и так далее. Получилось потом, что через год он банкротился или его закрыли в Украине по разным политическим ситуациям. Понятно, что мы видим, что такие разные изменения были в тех годах, революция там была в Украине и так далее. В общем, у него не получилось. В итоге это все, и эти люди все побежали ко мне в офис. Вот, побежали к нам в офис и начали говорить о том, что Давлатов, мы тебе верили, мы тебе знаем, мы его не знаем. Я даже не знал, что они туда даже вложили, честное слово. Некоторых знал, правда, потому что я сам тоже инвестировал в него. Некоторые я знал, что туда вложили. Но я не знал большинство людей даже, которые туда вложили, потому что так сложилось, что он, оказывается, параллельно нанимал моего бухгалтера и администратора, которые у меня были в то время. И они звонили по моей базе людям, сказали, вот Давлат, шлете зарабатывать и так далее. И, соответственно, люди в тех годах, это в 2007 годах, большинство людей не понимали, что такое инвестиция, у них мышление еще не было готов к такому уровню понимания и так далее. Но в целом они инвестировали, кто-то кредиты брали, инвестировала касса, вот, и так далее. В общем, когда начал по чуть-чуть разобраться, по чуть-чуть кого смог отдавать, сколько смог отдавать, а потом остались те, которые уже, у меня было больше ничего продавать, отдавать, и денег закончилось, все и так далее. И получилась такая картина, я просто задавал себе вопрос, я мог бы юридически, конечно, вообще отказаться от всего этого. Почему? Потому что 90% этих людей я действительно не брал деньги, не знал, даже лицом к лицу. Я помню, одного из них я сказал, когда ты давал свои деньги, со мной посоветовался? Нет. Я говорю, я пошел к тебе домой, долг попросил? Нет. А почему тогда ты мне считаешь, что я тебе должен отдавать? Он говорит, я просто вам верю. Я не
знал, говорит, других, я верю вам, потому что вы очень верующий человек, очень такой, у вас ценности мне совпадают. Поэтому я говорю, я просто веря вам пришел. Я говорю, хорошо, но если ты зарабатывал бы на все это, ты доходом поделился бы со мной, скорее всего, ты это не делал бы. Но, в общем, в целом так сложилось, что тогда решил, просто сам внутри принял решение вернуть этим, помочь этим людям вернуть их деньги по той причине, что я понял, что они в своем уме меня считают соучастником, а это мне не по душе. Потому что вы представьте на минуту, если вы в своем сердце, в своем душе, вы знаете, что это не так, но кто-то считает, что вы такой, а вы знаете, что это по-другому. А как бы каждому объяснить это тяжело, каждому объяснить. Я просто думал так, я не хочу с этим жить всю жизнь, я хочу, чтобы справиться с этим. Я же с какой целью вообще начинал это делать? Цель был помочь людям. Поэтому давай я буду продолжать свою миссию выполнять. Я принял такое решение. Я буду просто помогать людям. Все, принял решение, буду помогать людям, пусть они возвращают свои деньги и так далее, которые хотя я не брал даже. И вот тогда те, которые я не мог вернуть, было 174 человека. И это, которые уже денег осталось, не мог, это 1 846 000 долларов было вот такое. Вот. И тогда было очень сложно. Это реально было сложно, через чего я прошел только эту трудность. Я увидел и милиция, и КМБ, СМБ, рекетеров, бандитов, кого только я не видел, это правда. Вот, все пережил, это правда. Когда вы в долгах, люди думают, что имеют право унижать вас, люди думают, что они имеют право оскорблять вас, якобы у них есть право давить на вас и так далее, и так далее, и так далее. Но очень важно, чтобы через это пройдя, чтобы вы не сломались, не сдавались и так далее. Потом, чтобы эти долги вернуть, я понимал, что зарплатами это невозможно вернуть, надо какой-то доход иметь, чтобы возвращать их. Мне пришлось организовать бизнесы. Сначала с одним парнем мы в Алмате открыли магазин спортивной одежды, и так, тоже магазин парфюмерии и так далее. Мы постарались организовать, вернуть. Вот в те моментах у меня были знания, но было очень тяжело практиковать, потому что не давали работать. Со всех сторон давили и так далее. Мы открыли 36 магазинов в год спортивной одежды, аксессуары спортивные и парфюмерии были там. И 2 магазина женской мужской одежды в Алмате. А 36 магазинов спортивной одежды, они были в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане. Они были и в России, один был небольшой, маленький, вот в таком формате. И мы эту модель наладили, но через год, в 2009 году уже получается, что мы банкротились, потому что денег не хватало это все развивать, зарплата, аренда, все съедало, все то, что мы пытались зарабатывать и так далее. Соответственно, мы брали кредиты, я на имя своих знакомых, друзей и так далее. В общем, в конце концов, когда в 2009 мы закрыли этот бизнес, у меня добавилось в январе 2009 года еще 493 000 долларов сверху. Сверху добавилось к тому, то, что было, еще почти $500 000. Потом я пытался делать разный бизнес, ничего не получилось. Вот, знаете, это какая-то такая вещь, когда пришла беда, открывай ворота, вот так и называется. Что бы я ни делал, как бы ни делал, один за других проблемы. Мы арендовали типографию в Алмате, не получилось, оттуда ушел с потерями. Мы начали детская клиника Караганде питаться делать с одной женщиной. Не получилось, опять я ушел потерями. Химчистку пытались открывать, опять я ушел потерями. Гостиницу пытались открывать в Алмате. Не получилось, опять ушел потерями. В общем, 13 разных проектов. Ни один из них не пошло, ё-моё. Долги уже опять добавились. К 10-й год у меня уже было около $3 миллионов долги. Было очень сложно. Я работал день и ночь, но на самом деле это было очень сложно. Не получается, ничего не складывается. Но самое интересное, кто со мной связывается, он теряет деньги. Вот кто со мной связывается, он тоже потеряет деньги. Потому что в тот момент я был, как сейчас коронавирус заражает людей, вот в тот момент я был такой, кто заражает другого, именно мышление должника, который приведет к потере и так далее. Не знаю, у вас были опыты такого или нет. Возможно, если вы столкнулись с этим, например, у вас бывали такой случай, что вы начали делать бизнес,
или какой-то там бизнес-отношения с кем-то, у кого были долги, кредиты, а потом со временем сами не заметили, как у вас появились долги, кредиты и так далее, потому что это заразительная вещь. Это реально заразительная вещь, но это нелегко сразу, это действительно заразительная вещь. В тот момент, кто бы со мной столкнулся, он потерял и так далее. А каждый раз эти бизнесы, которые пытался заниматься, чтобы доходы иметь, соответственно, у меня же денег не было, я опять искал то партнеров, то денег, то других, потому что надо было что-то делать. Я разрабатываю бизнес-план, показываю друзьям, знакомым, говорю, слушай, давай поработаем. Ну, половина ты вложи, половина я найду где-нибудь. Они вкладывают половина в свою сторону, я должен найти, опять пойду другому другу или знакомому, говорю, слушай, половина тот вкладывает, половина за меня ты вложи, давай мы с тобой поделим. Ладно, ты бери 30%, дайте мне 20%, тот берет 50%, потому что он вначале рисковал, вложил. В общем, и так далее, и так далее. И бизнес не получается, они все приходят, мне говорят, это была твоя идея, верни деньги. Самое интересное, это же бизнес, это же риск, но люди не хотят делиться рисками, люди хотят, чтобы только прибыль делиться, а когда риски и так далее, когда неудача, они тут же шаг назад прыгнут из этого корабля, когда чуть-чуть сложности, трудность. А я такой человек, что совесть не позволяла, я всегда брал все тяжести на себя, и не знаю, это было хорошо или плохо. Тот момент, конечно, выглядело это все глупо. Каждый раз, когда в трудности они бросали, уходили, со всеми, они говорили, идея твоя, то вот ты знаешь, вот сам развивай его, и вот сам добывайся, потом верни нам деньги. То есть получается, что они просто тупо меня оставляли, уходили, я оставался среди океана, разбитый карета, и ничего не работает, команда не могу создать, потому что долги много, давит, и потом сама по себе, когда у вас дело не идет, сам морально жизнь начинает давить на вас. Понимаете, вот, жизнь начинает очень сильно давить на вас. Вот, очень сильно. Очень-очень тяжело, и дела не идет. Вы знаете, это как так? Вы попадаете в кучу депрессий, срывы. Я был на грани самоубийства даже. Если вы когда-нибудь видели мой фильм «Один на миллион», там есть вот как раз это период моей жизни, когда мне пришлось выбраться из этих ситуаций и так далее, через чего пришлось выбраться и так далее. Вот. Потом я, конечно, начал построить сначала. Я просто первый что понял. Я сейчас рассказываю вам сначала кейсы, а потом вам дам знания, что надо делать. Хорошо? Это мой кейс, это моя история, это через чего я прошел и так далее. И потом, когда совсем уже никуда вообще, я вернулся домой, я маму рассказал мою историю, я говорю, мам, я попал в такую ситуацию, и очень не могу справляться, очень тяжело, у меня долги много. Если вы фильмы посмотрели, наверное, вы там видели. Я помню, когда мы сидели, мой брат не хотел, чтобы мама знала об этом, потому что она пожилая, она могла бы, то есть давление держала и так далее, болели иногда. И брат не хотел, чтобы она знала об этом, поэтому как есть, так что-то придумай сам, но что-то-нибудь делай, но маму не говори. И она услышала, оказывается, когда вот зашла и чуть-чуть вот и слегка услышала это все. Она зашла и сказала, сынок, почему ты так без настроения, почему ты в таком состоянии находишься? Я сказал, мам, я попал в долгах, и мне очень тяжело, не справляюсь, и не знаю, почему так сложилось. Я пытался делать хорошо, но вышло так, хотя я искреннее намерение держу в сердце и так далее. Тогда она мне сказала, я помню, вот такая картина, она говорит, а сколько у тебя долги? Я говорю, ну, есть, мам, есть. Она говорит, ну, сколько, $1000? Для нее это, она же в селе живет, для нас женщина, которая уже ей 70 лет, за 70, для нее это $1000 очень большая сумма денег. Она мне говорит, сынок, сколько у тебя долги? $1000? Я говорю, вот, говорит, это, у тебя сколько? $1000? Говорит, нет, мам, это где-то чуть больше. Говорит, 3000? Я говорю, нет, намного больше. А 5000? Нет, мам, намного больше, много десятка тысяч. Я говорю, сотни. Она говорит, что, сотни тысяч долларов? А что ты делаешь с этими деньгами? Я говорю, мам, несколько миллионов. Вот.
Она говорит: "Сколько?" Я говорю: "Несколько миллионов". Она ушла из дома, я помню, до сих пор вернулась, у нее была в руках чайник чая, и она подошла и сказала: "Снова, я горжусь тобой. Теперь я спокойна в душе, что ты справляешься, и знаю, что ты справляешься. Если ты в долгах, просто иди, работай, верни им. Значит, жизнь преподнес тебе такой урок, который делает тебя тем, кем ты можешь стать. Не жалуйся жизни. Принимай это. Иди, работай, верни люди деньги. Ты знаешь, сынок, иногда люди не могут даже на проезд деньги найти, чтобы с одного города в другой город ездить. А если у тебя жизнь привела к такой ситуации, что тебе доверили столько-то миллионов, значит, ты сильный. Иди делай, иди работай, верни людям деньги. Вы знаете, это было какой-то такой, как будто ключом кто-то открыл мозги или что-то такое произошло. Озарение такое, что действительно, если жизнь давал такое, сколько люди, если, значит, мне доверяли, значит, в этом есть что-то сила. Я сидел, думал, значит, если я решу этот вопрос, значит, я научусь зарабатывать несколько миллионов. Теперь смотри, ты хочешь, не хочешь, ты должен уметь зарабатывать несколько миллионов, чтобы их вернуть. У тебя дорога назад нет. Хочешь, не хочешь, это надо делать. Всё. Ты уже, у тебя выбора нет уже. Получится, не получится, такое понятие нет. Ты хочешь, не хочешь, должен это делать. Я принял решение, никогда за всю оставшуюся свою жизнь, никогда не буду брать ни одного доллара, ни одного копейка долг. Я принял это решение. И, пожалуйста, внимание обратите в этом кейсе, чтобы четко понимать, что это означает. И тогда начиналось одно. Пришел, собирал остатки, то, что у меня было в складе, там остатки спортивной одежды, немножко парфюмерии и так далее. Я смотрю, костюмы иногда некоторые вверх другой размер, ниже другой размер. Какие-то там, что-то там замок сломан, что-то где-то там дефект там. Я все вытащил, стоял на улице Бишкека сам. Вешалки повесил, прямо там, есть там Бегю, на этой улице стоял напротив Бишкекского государственного университета, я сам стоял там возле нашего офиса, и на улице стояли, по чуть-чуть продавал. И парфюмерии были, которые либо дозатор не работал, либо колпачок нет, либо коробка открыта и так далее. В общем, люди приходят и говорят, сколько ты? Я говорю, сколько, дашь сколько. В общем, таким образом я собрал $8200. И с ними я начинал заново свой бизнес. Потихонечку, потихонечку, постепенно, постепенно рос один за другим и так далее. К 2014 году я закрыл все долги. С середины 2014 года у меня полностью я закрыл всех. С помощью Всевышнего, с помощью Аллаха я все закрыл. Работа очень сильно, очень активно, очень-очень, вот день и ночь работал. Теперь я хочу вам рассказать, как избавиться от долгов. Если вы научитесь то, что я говорю, вы любую сумму долгов можете рассчитаться. Абсолютно любая сумма долгов. Хочу, чтобы вы знали. В моем практике, может быть, несколько десятков тысяч людей избавились от долгов благодаря этому. Теперь я понимаю, что Всевышний Аллах направил меня через этот путь, чтобы через это помогать многим людям. То есть я прошел этот путь, через этот путь сейчас помогаю огромному количеству людям избавиться от кредитов, долги и так далее. Потому что долги – это рабство, кредиты – это рабство. Если человек привыкает к кредитами, если он привыкает жить долгами, он никогда не развивает свои способности. Помните это. Чем больше человек берет извне деньги для решения своей собственной нужды или собственных задач, соответственно, тем у него способности реализовать себя меньше становится. Чем вы подключаете умственные, можно сказать, работу, тем меньше вы будете нуждаться извне денег и так далее. Ваши способности, когда растут способности зарабатывать, тогда вы не будете брать деньги в долг и так далее. Сейчас я буду объяснить шаг за шагом, пожалуйста, постарайтесь. Пути выхода из долгов. Самый первый, надо избавиться от мышления должника. Мышление должника – самая большая проблема. Вы даже представление имеете. Я хочу, чтобы вы поняли, мышление должника – это хуже, чем наркомания. Мышление должника – это такое вещь, что давайте я расскажу несколько симптомов мышления должника.
профессором, честно скажу. В долгах у меня очень большой опыт, потому что несколько десятков тысяч людей мне помогли избавиться от кредитов, долгах и так далее. Самая большая сумма долг, которой мы помогли избавиться, это 27 миллионов долларов. Ко мне приходят люди долгами $1 миллион, 500 тысяч долларов, 700 тысяч долларов, 2 миллиона долларов, 3 миллиона долларов. Через год, 2, 3 они избавляются из этих долгов и заново становятся миллионерами. И я благодарю Всевышнего, что дал сила справиться с этим и быть полезным окружающему миру, по крайней мере, хоть в каком-то мере. Самое первое, надо избавиться от мышления должника. Что это такое? Откуда вы можете узнавать, у вас есть мышление должника или нет? Дело в том, что когда ваше сознание привыкает в долгах жить, у вас формируется мышление должника. И каждый раз, когда вы хотите вернуть, внимание обратите, вы хотите, то есть каждый раз, когда вы в чем-то нуждаетесь или хотите вернуть, например, один из симптомов, когда каждый раз вы хотите вернуть эти деньги, у вас появится какая-то новая проблема. И вы думаете, ладно, эту проблему решу попозже одна. Мышление должника не отпускает вас. Он создает такую ситуацию, что вы опять вы вкладываете, если даже какая-то сумма накопили, на этих задач выкладываете, а потом опять не можете вернуть. Вот так. Или другой симптом. Например, каждый раз, когда деньги нужны, у кого мышление должника, он не думает, где зарабатывать, он думает, где опять занимать. Понимаете, вот мышление должника, он такое, что он не рассматривает, где бы зарабатывать, он рассматривает всегда, где бы еще занимать, у кого бы можно еще занимать. У него постоянно план, где искать деньги. И, соответственно, у него это большая проблема. И он действительно это проблема. Поэтому, что вы ищете, то и найдете, о чем вы думаете, то и добьетесь. Это же закон такой. Чем больше думаете о долгах, тем больше, чем больше они станут в центр вашего внимания, тем больше ваше внимание на это направлено, и того и станет больше в вашей жизни. Больше, 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 больше. С каждым разом было больше, больше. Теперь, внимание обратите, вот мышление должника, у него есть очень много таких ярких показателей, ярких симптомов, если вы внимательно обратите, вы их можете заметить, если вы их внимательно обратите. Если у вас есть эти симптомы, помните, пожалуйста. Или бывает так, с одной стороны по чуть-чуть отдаешь долги, вроде бы радуешься, что вот это столько-то отдал, столько-то отдал, столько, но незаметно с другой стороны набираешь опять. Набираешь с другой стороны, но то, что набрал отсюда, это незаметно. А то, что чуть-чуть отдал, ты радуешься. Ой, вот классно. Например, через квартал видишь, что если раздал, например, 20 тысяч или 30 тысяч долларов или 100 тысяч долларов, всей этой стране намного больше долги накопились. К сожалению, вот так происходит. Вот это все симптомы мышления должника. Я рассказываю сейчас эти вещи, если у вас эти вещи есть, вам надо работать над собой, вам надо лечить свое сознание. Ребята, я не шучу, это хуже, чем наркомания. Вы даже не представляете, как это хуже. Например, люди настолько привыкают, что одну кредите берут, вот, например, не знаю, это одну банковскими кредитами используют, или кредите берут одну там карточками и так далее используют, одну потребительский кредит берут, это рассчитают, потом опять новый берут, потом это рассчитают, потом опять новый берут, потом рассчитают, и проходит 2-3 года. Если больше 3 лет вы так живете, это уже становится ваш естественный образ жизни, и вы никогда не можете потом выйти из долгов, потому что быть в долгах станет для вас норма. Вы привыкаете, и мозг привыкает к этому. Это и есть мышление должника. И самое плохое, долги постоянно тебе давят. А у тебя появится машина, или у тебя появляется что-то, телефон, или там, не знаю, стиральная машина, или телевизор, или что-то появляется. Но само ощущение свободы ты теряешь навсегда. Это именно так. Именно так, что что-то на тебе начнет давить. Вот, начинает тебе реально, морально давить постоянно и так далее. Вот это ощущение внутренней свободы, ты обменяешь этими вещами, этими имуществами и так далее, и так далее. Поэтому никогда не берите долги. Вот мой совет, никогда не брать долг. Научитесь жить по своим средствам. Повторяю, научитесь жить по своим средствам. Никогда не берите долги. Я вот что советую вам, искренне советую вам, никогда не брать долг, потому что они того не стоят. Эти удовольствия, эти вещи, эти имущества, они того не стоят. Ребята, не делайте этого. Научитесь зарабатывать деньги, научитесь
действительно построить денежные потоки. Научитесь жить богато. Знаете, хорошо жить, хорошо обеспечить свою семью, красиво жить, понимаете, красиво, достойно жить, это достойно провести свои молодые годы, достойно провести свои королевские время своей жизни. Это не каждому по силам. Проводите его с счастливой жизнью. Это очень важно, потому что мы с вами не вечно на этой земле, поэтому его очень-очень правильно делать. Значит, первое, чтобы избавиться от долгов, самое первое, ваша задача – избавьтесь от мышления должника. Если не знаете, что это делать, как это делать, пожалуйста, найдите мою книгу «Долги тайны на глазах». Она продается везде, хоть Амазоне, Озоне, куда хотите, ищите его. Она продается во всех электронном варианте, книжном формате, во многих книжных магазинах он есть. «Читай город» по всей России и так далее. Книга «Долги тайны на глазах». Давлат, вы напишите или дайте там поиск, они сразу вы найдете эту книгу. Изучайте эту книгу, очень много вещей, там пошаговые инструкции, которые надо соблюдать, пошаговые инструкции. Там все есть пошагово. Но я сейчас вам скажу несколько механизмов. Первый, избавьте себя от мышления должника. Хорошо? Второе, просто вы должны принимать решение. Я никогда больше не буду брать долг. Потому что если вы будете продолжать еще брать долги, вам будет очень тяжело. Потом вы вообще не можете подниматься. Помните, если вы уже оказались в яме, да, копать, потому что вы уже в яме находитесь. Дальше копать его не стоит. Чем дальше копишь, еще глубже идешь. Третья, самая важная вещь. Начните давать по чуть-чуть. Начните давать по чуть-чуть. Но давайте каждый месяц. Вот какую-то сумму надо вернуть. Вы должны принимать решение, что я стабильно буду какую-то сумму начинать давать. Всегда думайте о том, как давать. Как давать. Это очень важно. Вот. Помните, нельзя отсюда брать, отдавать другому. Прикрывать одни долги другими долгами. Потому что проценты на проценты будут накапливаться. Проблема с проблемой будут накапливаться. Вы с этими людьми уже испортили отношения. Зачем еще с новыми людьми портить отношения? Не надо этого делать. Вот поэтому вот, или с этими банками портили, зачем еще с другими? Поэтому вот раз вы с этим, так, мы это называем проблемные кредиторы. Так, там в книге я расписал детальную модель работы с проблемными кредиторами. Там четко все расписано, как вести переговоры, как донести, как систематизировать, как формула работает. Все там в книге детально это все есть. Я сейчас об этом, если буду говорить, это 6 часов время займет. Поэтому я не буду это говорить. Внимание обратите. Вот, значит, откуда вы должны брать, чтобы отдавать? Значит, если второй пункт я сказал, принимать решение, что до последней копейки верну и никогда не беру деньги, да, никогда не берете. Третье, то есть четвертый, фокус направьте на доход. То есть третье было стабильно, по чуть-чуть возвращать. Постоянно хоть какая-то сумма надо возвращать. Четвертый, фокус на доход. Всю свое внимание приводите в доход. Я так и делал. Всю фокус внимания на доход. В тот момент, поскольку мои кредиторы, эти ребята все были негативные, то милиционеры, то бандиты, то рекетеры и так далее, поэтому я создал себе эмоциональный фильтр. Что такое эмоциональный фильтр? То есть надо сделать так, чтобы эти люди связывались не с тобой, потому что они, когда связаны с тобой, они звонят, не дают работать. Они, представьте, у меня было 4 банка, 174 человека. Если по одному разу звонят вам в день, то есть если один человек звонит вам завтра, другой послезавтра, это больше полгода. Если по 2 раза, у вас не бывает дней, когда получается, что вы, то есть чтобы не беспокоили вас, постоянное давление, это очень опасно на нервах, на здоровьях, на все, это очень-очень опасно. Поэтому что я делал? Я создал эмоциональный фильтр. Что значит эмоциональный фильтр? Я сначала делал, за это полгода я заметил, что они все почему стали негативными. Почему они так реагируют? Почему они недовольны? Почему они ссорят? Почему они ругаются? Я расписал в себе причины, почему они ссорятся. Значит так, вовремя они не получают, либо они звонят иногда, не могут меня найти, или у них терпение лопнуло. Они ждали, какой-то момент это им надоело, уже они начинают в плоскость всю свою эмоцию выливать на меня, а кто-то из них пишет заявление, кто-то из них то милиции, то рекетер, то того тащит. Вот так получается. Я сидел, думал, значит,
Либо они думают, что у меня денег есть, но я не хочу отдавать. Либо такая картина. Вот сидел, потом размышлял и понял. Я расписал все слова, которые они говорят. Они когда по телефону что спрашивают, что говорят, какие фразы часто. Я все расписал, как видеть скрипты. Напротив, каждый из них писал, что надо ответить, чтобы был правильный ответ, чтобы не разгневить человека, чтобы не ссориться с человеком, а наоборот, правильно, дипломатично, аккуратно донести, что ты не переживай, мы его все равно тебе отдадим эти деньги, но только вопрос со временем. Только набери терпение, и время докажет все. Время свидетель, все, и все показатель. И это надо было грамотно делать. Тогда, поскольку напрямую, если они звонят мне, я не мог работать, потому что мой мозг должен думать не о долгах, а о доходах. Поэтому я создал фильтр. Своего финансового директора, своего администратора, и этот троих посадил. И они чем занимались? Они звонят. То есть я им сказал, значит, ребята, они звонили, нас искали. Теперь мы будем звонить им. А моя команда говорит, почему? Я говорю, мы должны звонить им. Мы не должны им шанс искать нас. Почему? Потому что нельзя, чтобы они звонили. Мы будем сами звонить. Мы начали им каждые 2 недели звонить. Стабильно. Вот у нас по списку. Всем звоним. Алло, здравствуйте, Манижа, как ваши дела? Нормально. Алло, здравствуйте. Абдурахман, как дела? Алло, здравствуйте, Максат, как дела? Алло, здравствуйте. Лена, как ваши дела? Хорошо, нормально. Я из конторы Давлатова звоню. Мы хотим вам сказать, что, пожалуйста, не беспокойтесь. Очень в ближайшее время, как мы начнем наладить работу, в первую очередь начнем потихонечку расплатиться долгами и так далее. Конечно, с той стороны они люди злились, они ругались, они кричали, они называли нам оскорбляли, называли нам мошенниками и так далее, и так далее. Я говорил, ребята, не переживайте. Наступит день, когда этим людям будут стыдно смотреть нам на глаза. Наступит день, когда эти люди просто мечтать будут с нами разговаривать. Так что я уверенно продолжайте, говорите, потому что мы на правильном пути, потому что у нас намерения правдивые. Если у вас намерения честные, просто с помощью Всевышнего, Аллах всегда ведет вас, помогает вам. Господь всегда помогает. И таким образом, поскольку мы были намерения правдивые, честные, мы знали свою работу и так далее. Мы звонили им, просто говорили, алло, Елена, знаете, мы сейчас открываем новый магазин, в дальний момент делаем так, нашли нового партнера, работа по чуть-чуть двигается, в ближайшее время начнем оплатить. Мы так делали, информацию обеспечили, что люди не стали негативными. Потому что когда человек станет негативным, он поэтому пойдет заявление пишет, поэтому пойдет там рекетеров таскать, он злится на вас. А наша задача была это нейтрализовать это негативные эмоции и так далее. И потому что мы понимаем, что если больше 3 человек пишет на вас заявление, закон не будет сказать, что вы хороший парень. Он просто тупо возьмет вас в тюрьму посадить и все. Тупо просто ваши прекрасные молодые годы могут уйти непонятно куда-то, а только потому, что не поняли вас. Все. И слава Богу, мы оказались в этом периоде очень умно подход сделали. Мы начали вот так работать. Второй половина 10-11 год. Не могли даже никому ничего платить. Денег не было давать. Но мы работали по чуть-чуть, бизнес наладили. Через полгода где-то мы начали потихонечку оплачивать. Сначала платили по 50, по 100 долларов. Вот так, потихонечку. А потом постепенно мы закрывали. Я платил всем по 50, по 100 долларов одинаково. А потом тем, которые, например, если какая-то сумма у меня осталась, я начал закрывать эту сумму, которая остаток осталась, тем, у кого самая маленькая сумма. Например, у кому-то 10 тысяч долларов, даже, кому-то 2000. Значит, если мы всем отдаем по 100 долларов, а вот как это, например, 500 долларов осталось в резерве, остаток. Мы это 500 отдаем не тому, у кого много сумм, отдаем тому, у кого самая маленькая сумма, чтобы побыстрее избавиться, чтобы список очистился и так далее. И вот так я закрывал их потихонечку, один за других. Соответственно, когда маленький список начал исчезать, потихонечку, количество людей стало меньше. И люди начали друг друга говорить, ребята, зря вы скажем, злитесь на него, зря вы так делаете, не мешайте. Они начали друг друга, они начали защитить меня уже. Я помню это, 2 раза меня с зала, просто в зале вступаю, приходят мне, и милиционеры забрали наручником. 1 раз Актюбинск, 1 раз в Бишкеке. Актюбинск меня забрали, это кто-то организовал же это, правильно? Одна женщина организовала, мы это знаем. И организовали, меня отвезли туда, до утра задержали. Утром 15 человек, другие, которые, получается, которые были, по чуть-чуть получили, те 15 пришли, наоборот, заявление написали, чтобы меня отпустили.
Они помогали мне. Я говорю, вы что, это парень оплачивает, это парень помогает нам. Вы что, мы же сами инвестировали куда-то, это парень, наоборот, помогает нам возвращать деньги. Вы что, между ними, они начали меня защищать между. Потому что они видели, что я честно работаю, честно делаю. Ну что, кто не ошибается в жизни? Любой человек ошибается. Что, теперь его убить, что ли? И, во-первых. Во-вторых, я же возвращал деньги, которые даже не брал. Другими словами, я же давал людям то, что я не брал, в конце концов. И соответственно, люди, не все, я хочу, чтобы вы поняли, не все люди плохие. В этом мире всегда все равно хорошие люди больше. Запомните это. Все-таки хорошие люди больше в этом мире. Таким образом, постепенно я начал, раздавая все, расплатиться и потихонечку выйти из этих долгов и так далее. Вот. Я почему эти примеры привожу? Что вы поняли. Значит, если вы в долгах, ходите с каждым вашим кредитором, договаривайтесь, останавливайте проценты. Если вы оплачиваете проценты, прекратите платить процент, если вам сложно, если вам трудно платить. Просто приходите, откровенно говорите, не могу платить процент. Останови, пожалуйста, оставшую сумму я тебе верну и так далее. И так далее. Даже если он дьявол, все равно будут послушать вас. Запомните, вам еще пришли, ко мне пришли пистолетами, ножами и так далее, бандитами, рекеттерами. Но я всегда их посадил на место аккуратно и так далее. Хотя я был в чужой земле, мог бы любой из них мне убить, выкинуть какой-то мусор и так далее. Но когда вы справедливый человек и честный в своем сердце, вы достучитесь куда надо. Поэтому иногда люди, я помню, один человек пришел ко мне и говорит, вот у меня такое, вообще, у него месячная оплата, проценты была больше 100 тысяч долларов. Месячная оплата. У него долг было около 2 миллиона долларов. Месячная оплата больше 100 тысяч долларов. А сам зарабатывает в месяц 20 тысяч долларов. Это полные отрицательные финансовые показатели. Понимаете, в месячная оплата только проценты больше 100 тысяч долларов. Сам зарабатывает в районе там, ну, чуть больше 20 тысяч долларов. Ну, как ты можешь закрыть? Это же тупое, понятно сразу. И он еще спорит со мной, он говорит, да нет, не могу, вы что, говорит. Я ему сказал, останови проценты, ты что, куда ты катишься? А каждый раз, когда, чтобы платить эти проценты, он занимает опять, и опять отдает, опять занимает, опять. Я ему сказал, если ты не хочешь самоубийством заканчиваться, ты должен останавливать проценты. Если ты это продолжишь делать, запомни, что ты придет момент, когда ты все равно придешь к тому, то, что я тебе сказал. Когда-нибудь ты придешь все равно к этому слову, которое... К сожалению, этот мужчина пришел к моим словам через 8 месяцев, но у него было долги уже не 2 миллиона, уже намного больше. Когда намного больше, труднее вернуть. Это очень сложно. Зачем? Зачем себе загонять самоубийство и так далее? Трудности. Поэтому, если вы платите, вы не можете платить долги и так далее, прекратите, возьмите себя в руку. Ваши намерения правдивые, честные, идите откровенно, скажите, пока была возможность, платил тебе процент, теперь не могу платить. В первую очередь остановите процент, если вы процентами платите. Дальше, если у вас долги есть и так далее, в ломбардах того, в первую очередь остановите ломбарды, остановите проценты, остановите. В первую очередь, что вы должны делать? Остановите их, или избавиться из них. Или если не можете остановить, значит займите где-то, придумайте другие способы, продайте что-нибудь, что угодно делайте, но остановите процент. Первая стратегия избавления от долгов – избавиться от всех процентов. Это важно. А тогда начинается оставаться основная сумма, значит стратегия погашения. Вы должны фокус на доход держать, увеличивать доход. Ежемесячно я платил еженедельно. Еженедельно 20% от чистого прибыли я выделял и начинал погасить. Но начните платить всем по чуть-чуть, всем одинаковую сумму. Например, по 200 долларов, или по 100 долларов, или по 500 долларов. Вот так, в зависимости от вашего дохода. Стабильно платите всем одинаково. И если потом доход, когда у вас растет, 20% будут больше. А вот эта разница остается. Эта разница начнете закидывать, у кого самая минимальная сумма, чтобы список стал меньше. Так, и вы начнете поднимать. Огромный помогали избавиться от долгов. И, возможно, среди вас есть люди, которые были в долгах, почитали мои книги или послушали тренинги, и вы избавились от долгов. Возможно, среди вас есть такие люди. Я просто не знаю. Если среди вас есть такие люди, можете написать, что да, я почитал ваши книги, избавился от такой суммы долгов и так далее. Возможно, у вас кто-то здесь сидит с вами в этом группе даже. Я сейчас комментарий тоже включу, чтобы если кто-то есть, мог бы написать
Моя сильная сторона, вообще и сильная сторона моей системы в чем? Сильная сторона, моя система заключается в том, что люди, которые, скажем, попали в долгах и так далее, благодаря нашей системе, они действительно реально избавляются от своих долгов, даже дойдут до уровня миллионера. Понимаете, сейчас в данный момент 40 учеников, у нас в системе 40 учеников, которые стали миллионерами, даже, вы знаете, больше 10 из них, они были, когда встретились со мной, и постепенно соблюдая наши системы, они избавились и куча долгов и так далее, и так далее. И я этому очень рад. Я благодарю Всевышнего за то, что сделал мою жизнь полезным. Дальше. Вот, когда вы начинаете погасить по чуть-чуть, все фиксируйте, все должно быть фиксировано. Это важно, документация очень важна. Введите документацию. Почему? Потому что порядок очень большую роль играет. Порядок нужен порядок. Нужен честность, нужен порядок. Если вы все ведете по порядку, дело очень легко поднимается. Вы можете больше зарабатывать. Я хочу вам донести один очень большой секрет. Какой секрет? Неважно, сколько у вас долги, пожалуйста, принимайте решение, что вы полностью до последней копейки будете вернуть. Это первое. Второе, самый большой секрет в том, что возвращая долги, ваши способности зарабатывать десятикратно растут. Вы, если хотите разбогатеть, возвращайте долги. Это выгодно. Не тяните, не живите долгами, верните их. Очень выгодно возвращать долги. Я хочу, чтобы вы это точно поняли. Возвращать долги – это выгодно, очень выгодно. Так что верните их. Я хочу вам сказать, хотите избавиться от долгов? Вот вам совет, верните их. Просто верните их. Вы можете мне сказать, а как? Стоп, не говори мне как. Иногда люди мне говорят, ну я хочу вернуть, но у меня нет возможности, мне очень трудно их вернуть. Стоп, не надо меня оправдываться. Я это красивую историю много раз сам рассказал другим. Я это красивое оправдание миллион раз слышал. Не надо это делать. Если ты хочешь избавить, то хочешь другую жизнь, да перестань, пожалуйста, прекрати, говори, да, прекрати оправдываться. Вы знаете, почему? Понимаете, почему ты не можешь вернуть долги? Почему не получается у тебя вернуть долги? Потому что ты еще не принял решение вернуть. Я повторяю. Не получается, потому что ты, может быть, в душе хочешь этого. Может быть, в глубине души ты этого хочешь. Но запомни, что значит ты не принял решение вернуть. Ты не можешь вернуть их, пока ты не принял решение. Глубоко в своем сознании своих. Значит, ты еще убежден, что ты не можешь. Ну извини, если ты убедил себе, что ты не можешь, поэтому у тебя не получается. Кто-то смог убедить себя, что у него все получается. А кто-то смог убедить себя, что у него ничего не получится. В обоих случаях вы будете правы. Понимаете, хоть так, вы будете правы. Поэтому будет так, как ты решишь. Иногда люди мне приходят и говорят, я хочу вернуть, но нет денег. Я говорю, стоп, хочу вернуть, не работает. Работает только одно. Я решил, я к этому сроку верну. Откуда ты это найдешь? Как ты это делаешь? Заставь себя. Понимаете? Заставь себя. Я гарантия дам, что твой мозг, если ты его заставишь, он раскрывает тебе твой талант. Мне именно так жизнь помогло. И я благодарен тем людям, которые попали в долгах, и в этот период моей жизни стали причиной моего роста. В самом начале я ненавидел тех, которые давили на меня, которые звонили, оскорбляли. Я, понимаете, был обижен на них в самом начале. Но это первые 1,5 года даже. Я был раздражен, ненавидел их, думал, как это так? Это же человек, он сам свои деньги кому-то отдал. Я возвращаю то, что он не брал. На место благодарности еще сколько оскорблений, сколько проблем по отношению ко мне. Это что за дела и так далее. Я злился на них и так далее. Но потом понял. Я потом однажды очень хорошо понял. Именно они делают меня сильными. Именно они бьют на мои слабые места. Именно они заставляют меня эмоционально внутри быть как скала. Как, понимаете, как можно сказать, мощный вот скала вот внутри. Такой, чтобы у меня формировалась хорошая иммунная система. Противостоять любому рекетеру, и любому оскорблению, и любому, можно сказать, милиционеру или полиции, или кого угодно.
Со временем, потому что намерение, когда у вас правдивее, Аллах помогает. Запомните это. Если вы честны, намерение у вас, помните, сила человека не в деньгах, сила человека не в образовании, сила человека не во власти, сила человека не в том, что у него агашка-пагашка, там тагашка или кто-то сидит. Это все временно. Самая большая сила человека в его намерении. Это заключен в твоем сердце. Это большая сила. Никто никогда не может тебе пальцами тронуть, если твои намерения правдивы пред Богом. И тогда тебе сама жизнь ведет. Тогда тебе сама жизнь помогает, оберегает тебя, понимаете, оберегает от любых трудностей. Ты будешь пройти этот путь. Но это путь для тебя сильным человеком. Надо принимать, надо терпеть, надо принимать, надо быть благодарным ко всему то, что ты столкнулся, потому что Всевышний тебе дает только то, что ты заслуживаешь, а не то, что ты мечтаешь, не то, что ты хочешь, понимаешь? И знаете, вот что я понял? Я понял, что проблемы даются не для того, чтобы наказать тебя, проблемы даются не для того, чтобы навредить тебе, а проблема дается, чтобы тебе научить тебя, понимаете? И окружение, ваши друзья, родственники, знакомые, все будут думать, что как будто тебе жизнь наказывает, вот ты что-то не то делал, вот тебе, вот, ну на тебе, вот так должно быть. Я помню однажды, я в долгах, и один мой родственник, один пришел, я никогда это не забуду. Он подошел мне и говорит, да, с тобой так должно было быть. Ты в последнее время как-то был другим. Наверное, поэтому жизнь тебе дает понять. Мне было страшно больно. Я думал, ну ты глупец, Как ты можешь со мной так обращаться? Почему? Если ты не можешь мне помогать сердцу. И так это хватает мне сейчас. Понимаете? Я думал, ну и так достаточно мне сейчас эта боль. А ты на место сам по себе. Конечно, я ему лицо не говорю, думал, как ты можешь так? А потом, когда справился, когда дал все долги, когда все поднимался заново, я стал снова миллионером, снова успешным и так далее. Этот человек приходит, обнимает, вот так держит мою руку, не опускает, именно он, и говорит, я знал, что ты справишься. Я точно знаю, я всем говорил, знаете, он молодец, он все равно справится. А я думал на него и глупец. Как ты можешь в одно мгновение быть и таким, и таким? Лицемер. Вот это, понимаете, я хочу сказать, что когда вы попадаете в долгах и трудности, иногда порой найдется люди, которые будут говорить вам, вот, как будто тебе жизнь наказывает. Но помните, проблемы придут, запомните, пожалуйста, трудности, сложности – это не наказание за вчерашние грехи. Пожалуйста, время. Трудности, боль, ошибки, потери, долги – это не наказание за вчерашние грехи. Это подготовка. Это милость Всевышнего для тебя. Подготовка для больших достижений в будущем. Тебя Всевышний готовит к чему-то большему. Но если ты просто упиваешься на него и веришь этому. Я так делал, это мне помогло. Это правда. Я каждый день молился и сказал, О Всевышний, если ты меня привел к этой ситуации, значит у тебя свой план. Только дай мне силу пройти его. Ведь я не брал эти долги. Ведь я не хотел такую ситуацию в своей жизни. Дай мне пройти его. Раз ты дал такую судьбу, раз ты столкнулся с этой ситуацией, а теперь дай возможность победителям выйти из этого. И это чему меня учило? Из любой ситуации своей жизни, любой барьер превращайтесь в новые возможности. Любой барьер, любой трудности превращайте к новой возможности. Никогда не жалуйтесь в жизни. Принимайте свою судьбу. Научитесь из этой судьбы, которая у вас есть, сделать его шедевром. Потому что это единственное, что вы можете делать. Вы можете изменить свое качество жизни. Годы жизни, я не знаю, не получится у вас увеличить, уменьшиться, это в руках Всевышнего.
Мы не можем увеличить, уменьшить годы жизни, потому что она определена. Хотя кто знает, если молишься, и этого может быть избавить можно. Я не знаю. Если ты молишься, может быть, и на это можешь повлиять. Но я могу точно сказать, качество своей жизни вы можете точно изменить. Это однозначно. Это гарантированно. Поэтому, если есть долги, трудности, не надо руки опускать. Идите, работайте, верните их. Поздравляю вас, у вас есть шанс быть успешным, у вас есть шанс быть богатым. Помните, жизнь бьет вас по той участок вашей, где вы слабы в этом. Жизнь постоянно будет бить вас до тех пор, пока вы не станете спевшими, до сих пор, пока вы не начинаете стать спевшими, понимаете? Жизнь будет бить вас. Вы понимаете, один из моих бизнесов – это фермерство, я сажаю деревья и так далее. Вот что я понял. Спевшие плоды аккуратно собирает. Помните, спевшие плоды аккуратно собирает из дерева. А вот сырые, не спевшие, постоянно палками бьют, чтобы они упали. Это так. Вот дерево, не спевший, вот тот, который не спели и так далее, его постоянно палками бьют. Это означает, что если ты не осознали эти вещи в жизни, жизнь постоянно будет бить тебя, и он будет бить сильно. Жизнь бьет так сильно, что ого-го, мало не покажет. Вот так. Поэтому, дорогие мои, вот, если вы оказались в долгах, не берите больше долги, соблюдайте советы, которые я говорил, избавьтесь от долгов, никогда не берите долг. А теперь, иногда меня спрашивают, наставник, можно кому-то отдавать долг? Знаете, мой совет, не давайте долги. Не давайте долги. Послушайте внимательно сначала. Если вы будете давать долги, вы этим не поможете этим людям. Вы, наоборот, толкаете их в проблемы. Вы их, наоборот, понимаете, вы толкаете их в сложности. Вы не облегчаете их жизнь. То есть, отдавая долги, вы им не помогаете, вы занимаетесь поддаянием. А поддаяние – это не помощь. Вы лучше научите их зарабатывать, лучше помогите им чему-то научиться. Раньше я давал долги, до того, когда сам попал в долг. Теперь я уже не даю долги. Если кто-то приходит ко мне, просит долг, я возьму из того суммы, которую он просит, 10% отдаю просто так. Например, просил $1000, я ему даю $100. Я говорю, послушай, это тебе от меня просто поддержка. Вернуть не надо. Мы друзья с тобой, или ты мой родственник, или ты там друг. Просто возьми, пожалуйста. Но вернуть не надо. Не надо вернуть. Вот так. Я даю столько, сколько мне не жалко, но никогда не хочу спросить. Я говорю, вернуть не надо. Даже если вы отдаете долг, вы превращаете человека в раба, вы потеряете родственника, вы потеряете друга. Только в каких случаях вы должны помогать им. Если вы видите, что, конечно, реально бывают такие случаи, в больницу попал человек, или сложности попал человек, или какие-то там, не знаю, бывают же такие ситуации, к сожалению, не дай бог, конечно, мы никому не желаем плохого, но иногда бывает, это человеческая жизнь. Если даже что-то такое произойдет, постарайтесь, пожалуйста, помогать человеку, но не долг. Не говорите, это тебе долг, когда мне надо, сразу верни. Не делайте так. Если сможете, просто помогите. Ради Всевышнего. Ради Всевышнего просто помогите. Ради ради человечности, ради Всевышнего. Просто, чтобы самим стать добрым человеком, самим стать хорошим человеком. Понимаете? Чтобы стать хорошим человеком, маловато быть просто красивым. Чтобы поступки делать. Чтобы понять, что такое доброта, надо проявлять доброту. Чтобы, понимаете, понимать, что такое благородство, надо проявлять благородство. Иначе ты откуда узнаешь, что это такое? Понимаете? Откуда ты можешь узнать, что такое благородство и доброта и так далее? Делайте именно так. Следующий важный мой совет. Никогда не берите кредиты. Помните, кредиты – это долговая яма. Старайтесь не брать. Научитесь жить по своим средствам.
Пожалуйста, воспитывайте себя, научитесь жить по своим средствам. Ищите, пожалуйста, мою книгу «Я и деньги». 3 мои книги вам сильно помогут в этом. Первый – «Я и деньги». Стратегия мышления богатых и бедных людей. Долги тают на глазах. К нему добавляйте духовное законы богатства. Это 4 книги вам очень сильно помогут вырваться из любой финансовой сложности. И они очень сильно помогут, потому что я писал по такому правилу, по такой формуле, что каждая книга одну параметр твоей жизни оттачивает прямо как алмаз. Понимаете? Одна книга «Стратегия мышления богатых, бедных людей» полностью формирует ваше мышление богатого, избавит вас от мышления бедного. А «Я и деньги» помогают вам финансовый интеллект формировать систему управления, смене бюджет создавать. Почему я стал доктор экономического развития? Я МААК защитил. МААК – это филиал ЮНЕСКО. При ЮНЕСКО есть МААК, Международный аккредитационный комитет в Москве. Он принадлежит ЮНЕСКО. Почему я там защитил, а не наши ВААКи? Потому что там практическое знание признается. Система, которую я разработал, модель управления семейный бюджет, помог огромное количество людям дойти до финансовой стабильности и так далее. Это круто. Если вы эту систему практикуете, вы избавитесь от финансовой нужды, нехватки, проблемы. Вы однозначно избавитесь. Вы понимаете, о чем я рассказываю? Вы однозначно избавитесь. А когда вы прочитаете книгу «Долги тают на глазах», любую сумму долги вы справитесь, но надо соблюдать. Я сейчас в Москве нахожусь. Провожу семинар, мастер-класс для владельцев бизнеса. В дальний момент провожу семинар для владельцев бизнеса. Вот, внизу у меня сидит человек, и он мне говорит: знаете, Давлатов, я интернете набрал, как избавиться от долгов. Вышла, говорит, книга ваша, вот это, «Долги тают на глазах». Мой брат попал, говорит, в долгах больше 600 тысяч долларов. Он сам с Казахстана, с Чимкента. Он сейчас в тренинге сидит внизу, взрослый мужчина, он говорит, вот, говорит, больше 600 тысяч долларов брат попал в долгах. И я не знал, говорит, как помочь ему избавиться от долгов. Первый раз прочитал вашу книгу, не все понял. Второй раз прочитал книгу, говорит, чуть-чуть начал понимать. Третий раз почитал. Когда, говорит, 4-й раз почитал, я точно понял, как закрыть это 600 тысяч долларов. И он, говорит, отдал где-то около 7 месяцев. За 6-7 месяцев я работал и вернул, понял, как это делать, и вернул эти долгов. Это же приятно слышать, правда? Вы знаете, почему я просветаю? Некоторые мне говорят: Давлатов, как-то у вас получается все. Знаете почему? Потому что огромное количество людей молится за меня. Почему? Потому что это помогло им. Они читают книги, это помогает им. Читают мою книгу, там, что не знает женщина-мужчина, или что должен знать мужчина. Это помогает им сохранить семью. Понимаете? Кто-то избавляется от долгов и молится. Это приятно же, правда? И поэтому я очень благодарен судьбу. Поэтому помните, что если жизнь привела вас в какую-то ситуацию, вы должны его принимать. Как вы это принимаете, соответственно, это поможет вам вырваться из этой ситуации. Обязательно вырваться. Безысходной ситуации не бывает. Не бывает проблема, которая остается без решения. Решение всегда есть. Решение всегда найдется. Кто-то спрашивает, где купить книги. Вот, значит, зайдите в сайт. Администрация Инстаграме тоже сайт отправьте. А то в Инстаграме у них нету. В Инстаграме тоже отправьте. Можете зайти по ссылке на нашем сайте. Можете в книжном магазине. Можете там, не знаю, это Озоне. Везде можете найти эти книги, почитать. Они вам сильно помогут. Они везде есть. Арбате, Московский дом. В любом книжном магазине зайдите. Московский дом или книжный магазин, или там, их много же, в любом городе, Озоне или куда угодно, найдите. Вот, читайте, пожалуйста, делайте. Я буду очень рад, чтобы это помогло вам избавиться от кредитов, долгах. Теперь еще кое-что. Будут звонить вам банки каждый день, говорит вам, берите карточку, берите того, это удобный инструмент и так далее. Да, если для платежной системы и так далее, но не берите потребитель. Не стоит. Это потребительский кредит, и вам обойдется от 60 до 100-120% годовых. Зачем вам это надо? Я сегодня нахожусь в Москве, вот что понял. Знаете, что я понял? В России, наверное,
огромное количество людей в кредитах и долгах. Я вот что точно понял. Потому что я нахожусь здесь с 26-го, сегодня 3-й. Неделю уже здесь. За эту неделю мне 3 раза или 4 раза из разных банков звонили, предлагали брать кредиты. Понятия не имею, откуда они мой номер найдут, я не понимаю. Значит, люди звонят вам, говорят, послушайте, берите, пожалуйста, кредит, берите, это удобно, берите того. Нет, это неудобно. Кто вам такого сказал? Вы помогаете другим разбогатеть. Помните, если вы не будете управлять своими деньгами, тогда точно кто-то другой будет ими управлять. Запомните это навсегда. Если вы не хотите научиться управлять деньгами, тогда будете работать на других. Это ваше дело. Потому что вы сами так выбрали. Вы сами так захотели такую жизнь жить. Работать месяц за месяц, чтобы другие разбогатели. Другие стали миллиардерами, миллионерами. Это ваш выбор. Поэтому я вам скажу несколько причин, почему вы должны знать о деньгах. Первое. Человек работает 8 часов, человек зарабатывает 8 часов, расходует 24 часа. Помните это навсегда. У кого бедное мышление, он это никогда не поймет. Люди зарабатывают 8 часов, но расходы у них постоянно 24 часа. Когда вы спите, комуслуга идет, ремонт изнашивается, аренда квартиры идет. Вы хотите, не хотите, вы платите каждые 24 часа. Это первая причина, почему вы объект становится дороже с каждым годом. Жизнь будет стать дороже в будущем, год за годом еще больше. Что это означает? Это означает, что то, что вы могли купить за $100, то, что вы могли купить за $100, скажем, в 2010 году сейчас невозможно купить. Вы не можете купить сейчас за $100 то, что купили вы тогда. Жизнь будет дороже и дороже. В будущем он еще станет дороже. Вам это нравится, не нравится? То, что вы купите сейчас на $1000, в 2030 годах не можете купить. Вам надо это понимать. Если вы не хотите учиться о деньгах, вы сильно проиграете. Очень сильно проиграете. Потому что неважно, какой профессия у вас. Неважно, вы повар, учитель, инженер, педагог. Неважно, кто вы. Вы обязаны знать о деньгах. Иначе жизнь накажет вас за это. Третье. С каждым годом количество людей, которые имеют долги и кредиты, становится больше и больше. Повторяю. С каждым годом количество людей, которые имеют кредиты и долги, их будет еще больше, еще больше, еще больше. Это именно так. Единственное, что вы можете делать, постараться не быть один из них. Сами подумайте, сколько вокруг вас люди сейчас имеют долги и кредиты. Сколько? Сколько вокруг вас? Раньше люди имели долги и кредиты много? Или сейчас? Например, 2000 вокруг вас сколько процент людей имели долги и кредиты? А сейчас сколько? Я когда этот вопрос задаю в зале, люди говорят, 90% вокруг меня все имеют долги и кредитах. А их будут больше, больше. Запомните это, пожалуйста. Люди будут еще больше долги брать. К сожалению, общество такое стало. Это общество идет к этому. Понимаете? Вам нравится это, не нравится это, понимаете это. Огромное количество людей берут в долгах. Это третья причина, почему вы обязаны знать о деньгах. Если не будете знать, какой бы вы ни говорили, что вы такой профессионал в какой-то сфере, или какой-то крутой духовный и так далее, жизнь вам ставит на место. Так ставит, что ой-ой-ой, мало не покажет. Четвертая причина. Почему вы должны четко учиться о деньгах.
расходы стабильные, расходы постоянные, а доход нестабильный. И внимание обрати. Никому не интересует, ты зарабатываешь или нет. Никому не интересует, тебе удалось доход построить или нет. Никто не интересуется, ты болен, ты здоров, ты чего. Хочешь, не хочешь, надо платить за дорогу. Хочешь, не хочешь, платить услугу. А платить за еду, платить за обучение детей. Да не важно, ты кто такой там. Хочешь жить, плати. Расходы постоянные, расходы, понимаете, тебе это нравится, не нравится, это так. А вот доход нет. Доход, нету гарантии на доходах. Никто не гарантирует доход. Понимаете? А вот расход, он есть. А что поделать, он есть. Поэтому единственная возможность, как справиться со всеми этими вещами, это новые знания. Надо уметь управлять деньгами. Надо научиться управлять деньгами. Следующая проблема, которую вы должны очень хорошо знать. Ваши знания, ваш опыт, прошлый опыт, ваши знания очень быстро устаревают. Очень быстро меняется наш современный мир. Дело в том, что знания, которые раньше владели, они устарели. Они уже старый багаж знаний, невозможно создавать новую реальность. Они не актуальны. Понимаете, если вы даже имеете 3 диплома, но вы учились там, не знаю, в 90-х годах, 80-х годах или 2000-х годах, 2010-х годах, черт побери, они устаревают очень быстро, прямо как туфли, елки-палки. Сейчас время другое. Если вы игнорируете знания, мне жаль вас. Вы очень бедное мышление у вас. Человек, который игнорирует знания, неважно по какой причине, неважно, связано с чем это, но если он игнорирует знания, его будущее это никуда. Хотите знать будущее человека? Хотите понять в ближайшие 20 лет, как будет жить этот человек? Неважно, это ваш друг, это ваша сестра, это ваш брат, неважно. Хотите знать в ближайшие 20 лет, где он будет? Первое. Посмотрите, что он читает. Посмотрите, у кого он учится. Если у него какой-то наставник, если у него какая-то личная программа развития, если у него какой-то реальный, можно сказать, наставник, который его обучает чего-то правильно. Просто посмотрите на это. Третье. Посмотрите на среду, в которой он живет. Среда, которая его окружает. Это 3 показателя просто гарантированно показывают, кто это, в ближайшие 20 лет, где будет этот человек. Потому что это 3 показателя, которые я говорил, это формирует его образ понимания и мысли, и структура сознания. Что он читает, у кого он учится, к чему он стремится, есть ли у него стремление к каким-то новым знаниям. И третья его среда, это то, что он видит, к чему стремится. Помните это навсегда. Это 3 показателя. Просто посмотрите на любого человека. Вы сразу задумайтесь об этом. Но сначала про себя думайте. В первую очередь думайте про себя. Если у вас программа личного развития, если у вас наставник, что вы читаете? Если вы постоянно читаете «Вор в законах» или «Фантомас», или знаю еще что-то-нибудь, Ромео и Джульетта, вот это ваше будущее. Если вы посмотрите постоянно сериалы, значит это ваше будущее. Вы сами заполняете в своей голове вот эти вещи. Понимаете? Вот. Так что легко можно видеть будущее себя и будущее человека. Вот. Будьте в поисках. Что касается кредита. Никогда не брать кредит, потребительский кредитах и так далее. Если вы в бизнесе, для нового бизнеса, часто меня люди спрашивают, наставник, можно я беру кредит, и
открой бизнес. Никогда не берите. На новый бизнес никогда не берите. Будете брать на новый бизнес кредит или долги, открывать новый бизнес, это очень опасно. На новый бизнес никогда не надо брать кредит, долги. Почему? Если вдруг он не пойдет, сколько ты брал, это станет для тебя большая проблема. А откуда ты вернешь? Если у тебя, раз ты брал, у тебя денег не было, поэтому ты брал. Если был бы денег, ты не брал бы. Раз ты брал, значит денег не было. Соответственно, с чем ты сталкиваешься? Ты сталкиваешься с тем, что их вернуть не можешь. Поэтому это станет большая проблема для тебя. На новый бизнес не брать кредит, не брать долг. А когда вы имеете право привлечь инвестиции или брать долг? Когда вы занимаете, то есть вы берете деньги, но не вы возвращаете его, ваш бизнес возвращает. Тот доход, который вы построили, он возвращает. Когда вы имеете право это делать? Первый. Это 6 показателей есть, пожалуйста, идите делайте. Но и то правильно надо делать. Первый. Если у вас есть какая-то идея, а вы проверили свою идею, эта идея работает. Идею запустили, своими деньгами делали, идея работает. Небольшими своими деньгами накопили, делали, эта идея работает. Убедились в этом. Второе. Вы видели, что продукт, который вы создали, он востребован. Люди готовы платить за это. Третье. Рынок готов. То есть это общество, это рынок воспринимает это, для него это нормально. Это третий показатель. Рынок готов. Четвертый показатель. Команда у тебя готова. Иногда бывает, что идея хорошая, но человек не может создать команду. Поэтому у него не получается. Вы должны понять, что команда готова. Команда может это делать. Пятое. Система готова. Вы видите, что система готова. То есть система, которую вы наладили, она рабочая, она готовая, она реальная, дает результат. Шестое. Ты сам готов. Ты реально сам готов. То есть ты уже готов морально. Ты умеешь уже работать под давлением конкурентов. Ты умеешь уже работать под давлением рынка. Ты умеешь уже работать под давлением инфляции. Ты уже можешь работать под какие-то подъемы, падения, потери, проблемы с сотрудниками, проблемы с ценовой политиками, конкуренциями и так далее, и так далее. Вот если ты готов уже внутри, вот, пожалуйста, это 6 показателей есть, пожалуйста, попробуй делать. Вот это 6 показателей очень-очень большое значение имеет. Значит, когда это 6 показателей есть, ты можешь привлечь партнера, инвестиция. Если вдруг даже берешь кредит и так далее, ты эти деньги не ты возвращаешь за свой за счет зарплата или твой бывший доход и так далее, а это все возвращает твой рынок, это все возвращает твой потребитель, потому что ты создал для них ценность. Вот это помогает. И тогда ты процветаешь. Ты им помогаешь, они помогают тебе. Вот тогда, когда не ты возвращаешь эти деньги, а твой потребитель возвращает. Потому что ты для него создал услугу, или для него ты создал, можно сказать, продукт. Вот тогда это ты в выигрыше. Поэтому, пожалуйста, никогда не берите кредиты, никогда просто так не берите деньги. Иначе это долговая яма. Я долго говорил сегодня. Большое вам всем спасибо. Запомните, хотите, чтобы я часто провел живые вот такие встречи? Кому из вас интересно мои прямые эфиры, ставьте 100. Интересно ли вам, если я буду вести постоянно такие прямые эфиры побольше? Полезно для вас? Ставьте 100, чтобы я видел. Тогда рекомендуйте мою страничку десятка людям, кому для них, кому эти знания полезны, кому эти знания поможет в жизни. Понимаете? Люди лайкают, люди перепост делают, только какие-то
юмористический, какой-то непонятно, какой-то кошка бегает, или там человек упал, или велосипед крутится, или что-то, не понимаю, как будто от этого их жизнь станет легче. Рекомендуйте, направляйте людям, которые нуждаются, эти знания поможет им. Вот тогда вы, когда вы таким способом, вы поможете кому-то, вы станете связующее звено, вы станете человеком, который сажает доброту, вы станете причиной изменения жизни человека к лучшей стороне. Если вы десятка людей рекомендуете и так далее, я буду с радостью постараться каждые 2-3 дня один раз прямой эфир вести для вас. Выберу время, найду ради вас время. И темы вот так у меня, огромное количество тем. Вы не представляете, в данный момент у меня 28 книг, которые еще по чуть-чуть написаны. Я не успеваю их заканчивать. 28 книг, вы представляете? Вы вчера полистали это, думали, о, когда я их закончу? Сколько там дел? Их надо, столько работы надо делать. Вот. Большое спасибо вам. Обнимаю вас. Я благодарен вам. Почему? Потому что вы мои читатели, вы мои слушатели. Ради вас я это все делаю. Ради Всевышнего, ради будущего нашего общества. Большое вам спасибо. До новой встречи. Я горжусь вами. До следующего эфира. Посмотрите, лайкайте, потому что любой ваш репост или лайк помогает нам продвигать это все. До новых встреч.